Кабардино-Балкария вошла в фазу устойчивого экономического роста, считает Арсен Каноков. Об этом он заявил в интервью журналу Российской Федерации «Сегодня», полный текст которого приводит пресс-служба главы на официальном сайте. Статья посвящена развитию экономики региона в целом и привлечению зарубежных инвестиций в частности. Объемом последних Арсен Каноков не удовлетворен. Сказать, что иностранные инвестиции идут широким потоком, значило бы погрешить против истины, отмечает глава. Мешает, по его мнению, отсутствие информации о региональном потенциале. Говоря о гарантиях инвесторам, Каноков пояснил, цитирую, «Прежде всего это обеспечение равных возможностей потенциальных инвесторов. Это гласность в обсуждении тех или иных проектов, право обжаловать в суде решения или действия органов госвласти и должностных лиц. Это защита капиталовложений и предоставление налоговых льгот. Иностранные инвесторы могут смело рассчитывать на аналогичные права и их гарантию, приобретение права собственности, долей ценных бумаг, участие в процедуре приватизации, предоставление права на имущество недвижимого типа». Конец цитаты. Кроме того, компании, реализующие инвестпроекты на Северном Кавказе, получают госгарантии российского правительства. Часть из них уже осуществляется. Это, по словам главы, теплицы в Баксанском районе по выращиванию томатов без грунта, производство гипсокартона, гипса для строительства и кирпича. Якорным предприятием в зоне промпроизводства станет завод чистых полимеров «Этана», а в рамках туристического кластера строительства горнолыжных курортов. Также стоит задача восстановить Тарнауское месторождение. На его долю приходится примерно 50% общего запаса вольфрама в государстве, отметил Каноков и подчеркнул, что республика крайне заинтересована в восстановлении этого объекта. Тем более, что раньше он был градообразующим. Всего же в планах запуск 18 производств, сообщил Арсен Каноков. Напомню, полный текст интервью Канокова журналу Российской Федерации «Сегодня» размещен на сайтах главы КБР и russiatoday.ru.